Так, Бог забыл это. Марш что алды дикши. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الله أكبر Hetni uvozdao vjerkati Bog da je Bog, dao šidao dole vaša pitanja. Hetni uvozdao šidao osnovu nis dobre, še nis dašnovu nis dobre. Так он мне рассказал историю, седьмая конференция, вахлая конференция, мягкого хаят, седьмая конференция. Поэтому Паш, могут что и по всем диксатору ровно 60 дел, что даю ли, ну, наверное, это издержки роста, это Паша даться, но это находу хоть хан вовремя хаю и Бог даде хоть будет. Считаю седьмую конференцию республиканское общественного движения мягкого открытия. В повестке дня из 9 вопросов. Первый вопрос, кадровый вопрос. Освобождение Сулумбека Катеева от должности сопредседателя общественного движения «Мягкого» и вывод его из Высшего совета движения, согласно поданному заявлению. Второй вопрос. Внесение изменений в устав общественного движения «Мягкого». Третий. Обсуждение и принятие манифеста «Мягкого». Четвертый. Обсуждение и принятие в первом чтении проекта программы общественного движения «Мягкого». Пятое. О работе газеты и сайта движения. Новое предложение по работе сайта и газет. Шестое. Об укреплении внутренней дисциплины в рядах движения. Жесткая дисциплина, жизненная необходимость для движения, рассчитывающего на успех. Седьмое. Внутренний вопрос. Восьмое. Письмо до Москвы, Конгрессу, дыши, яздали поддержать Детпуня. Обсуждение письма от председателя Конгресса. И девятое. Выступление по поводу открытия фонда науки и культуры при Мягкого. Я так думаю, 60-та Бог войдет из БЯ, Бог был серьезный вопрос, задавает по уставе программе, я задал вопрос, я серьезно, поэтому пару-то Бог будет. Сараждин, начал Сараждин. Сараждин, начал. Сопредседатель, по первому вопросу, выступит сопредседатель Мягкого, Катеев, Сулумбека, Русин, Допахшан, Озу, могу живот,
спрашивал за подзаявку ему Хава ваша Диандаса, и он наконец сказал, ваш бегцы что дай Хаву дырваться, мягко говоря, ваш Хамудаться, но здоровье мне не позволяет от этой должности освободить Дори полупросу Суаханды. Так, сопредседателем освободили конференции марки от тысяч организаций Павуянц. Я ставлю на голосование вопрос, что освободили Шейну Бараты, договор с Грецией, здесь хочешь вахту, хочешь могут освободить Горвайца от этой должности сопредседателя. Алхамдулилlah, я поставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы Суланбека Катиева по его просьбе освободить от занимаемой должности сопредседателя общественного движения мягкого, прошу голосовать. Прошу опустить руки. Кто против? Кто воздержался? Суланбек освободить первый. Теперь зметик мукранчил дегаться, методи з войца Гауденса Богдыш Сараждин был. Вас я омял душу, хочу его мочал Сараждин. Сараждин. Ох, Хавел был, Хавел. Хочу варить сувары, хотя Богдыш был. Сопредседатель, а потом со временем управдываем я. Мы найдем нормальный человек, а их изгибем. Поэтому Сараждин договорится пятым сопредседателем общественного движения. Мы предлагаем Сараждина. Сараждин что он уже нагасан, Сараждин хактер, балуш хамдулушин хамдали хакт сулбеха на голосование вокруг. Сараждин. Вообще вы ваша вы делали, что нахуй вы ваша сагу низбей сагу махбуллай сагу ваша иддат вы ваша дет мучи вы не саха кер тебя нахуй шло саха ты шахид мштет вы едем дело вы сабак بالله خير تجدي هنا واش خوسن قوي نشا يستقر قوي سويق ازي عند ازي صور زرشي ديالو كما قسم سويق لا تيس كما لا قرياس خوي صوتك يخي بساقه اعظم ده البلغة بقدر سوريا زوات سيدو عشرة هذا اللي صور زيان الرياح الشيخ مسند دوي مسوى الرياض وشوكوي الرياض تقابل الرياض والشريعة تقضي أن بيجي سال بيجي ساعدوا واستوشتيتي دليل البلغة البلغ بتبين بيجي بس شو أهم يعني. Ажал, в любом случае, сопредседатель Валерий Азм выложил, если без Бог давал سقيت ده العقل Тем более сопредседатель ваш, это Алишер. Кады Сараждин как-то ведет Бог собой. Сараждин сабар живой Бог, нафта Бог хамдо гадула шутеха, бездох сунряз баш, хотя муштадр хнут ли шел, я постоянно труряд держу, хотя Бог рязывает, но постоянно труряд держу, хотя ну ничего труряд, но вот его Бог хотя а так там договор о организации договор тяжкая вагуат, один должен быть Сараждин, он нас сопредседатель нормально побывает. Кто за то, чтобы сопредседателем движения избрать Сараждина? Кто против? Кто воздержался? Избран единогласно. Сараждин. Аминь. Второй вопрос. Внесение изменений в устав мягкого. Устав был здоровый. Но Халха высший совет, я конференции решал вопрос, а высший совет, я уже просто герой уже. Высший совет вопрос решать дальше. Так, по работе мы столкнулись с тем, что высший совет это просто ваша играл Идрис Марка, сопредседатель марки, сопредседатель избрать я, председателя президиум высшего совета, и она
в экстренном случае цептысок жряшковый цептения оно аравия оно волец оно аравия человек бол да еще уже изменения не сидят председатели молодого конференции ваша какие-то марки бол да сейчас бол да вот сейчас и серьезно был вопрос на конференции решать едежда. Но уж 20 человек высший совет ваша какие-то человек они могут любой вопрос решить. Конференция, а нельзя, чтобы изменения же размножиться, только нельзя дать. Тимур, дай гадалари уставили, может гадалари, а всех один уставили, истрапал вот размножить, а да, вот мешает. Хорошо. А же уставляем для нас регистрировать, он даже зарегистрировать дерматия, камдат из Азии марка уже новшество, я что, понял, другие программы у нас очень устава, я уже новшество, наверное, нести еще раз дали уже обоих штатов, без вопроса, что вы поддерживаете наше предложение о внесении изменений. Кто за это предложение, я прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? А же устав в ближайшее время уставу сайт фотогазет, да, до ряд газет, что он дал измуди. Уставу фотовой программу, фотовой массовой уже, а мы на следующей газете, да, а с ханя я аншот, я фудир лярка душа, я вопрос, мягкий или восемь ашал, фудир ватиш, фудир же мягкий я аншот, я шортик из газет, да, аншот, я мягкий, фудир лярка, я в газете, а я сделал, должен аншот, я здесь из программы игр халкой так игр шуада вопросы программ принятия программы фудир лярка. Над чем мы будем работать из программ, подготовить, да, ну, проект марка, я сам попозже читали было. Так, значит, изменения в устав внесены. Следующий вопрос. Прежде чем приступить к обсуждению программы, обращение я его манифеста. Из манифеста подготовить я уже манифест зачитать для Тимур Абадиев. Ну что, Тимур? Это обращение нашей конференции народу Bismillahirrahmanirrahim. Манифест ООН, декларация Алишеровна. Манифест регионального общественного движения Мехкел. Мы, общественное движение Мехкел, руководствуясь чувством долга и гражданской ответственности, обращаемся к своему многострадальному ингушскому народу. Пришло время открыто и недвусмысленно заявить об угрозе уничтожения Республики Ингушетия, созданной потом и кровью лучших сынов нашего народа. Евкуровщина экономически и духовно довела Ингушетию до уровня, при котором существование республики как самостоятельного субъекта Российской Федерации становится невозможным. Довела по прямому указанию некоторых державных сил России, чтобы завтра сослаться на несостоятельность Республики Ингушетия и неспособность ингушского народа к самостоятельному, даже не политическому, а экономическому существованию. Не за горами время, когда вновь назначенный глава республики поставит вопрос об объединении с Чечней. Вопрос только во времени. Все личные разногласия главы Ингушетии с главой Чеченской республики будут в момент сняты. Ждите. Скоро вы будете свидетелями начала широкомасштабной агитации за воссоединение с Чечней. Будет подготовлен и проведен очередной съезд народов Ингушетии. Съезд предателей, на который не допустят граждан, имеющих свое видение вопросов, даже если они трижды являются выбранными народом делегатами. Вынесут, сфальсифицируют и примут необходимое Евкуровщине решение индульгенцию, за которой в очередной раз прячутся наши не нами выбранные депутаты. У народа в очередной раз ни о чем не спросят. Всплывет и будет вещать с экранов телевидения вся мутная пена, которая сегодня преподносится властями как ум и совесть нации.
Это наша продажная ингушская интеллигенция. Это прикормленные религиозные деятели. Это купленные за мелкие подачки старейшины. Евкуров в очередной раз попытается обвести вокруг пальца народ с помощью своих прихлебателей. На этом его миссия по предательству национальных интересов ингушского народа будет завершена. В историю России он войдет на короткое время как патриот русского народа с орденом Александра Невского на груди. В историю Ингушетии как предатель интересов ингушского народа и разрушитель ее государственности. Он это знает. И он, и его клика готовы смириться с этим ярлыком, лишь бы сегодня им и их семьям жилось сытно. Что это, если не предательство? Какое еще определение можно дать тому, что творит сегодня клика Евкуровых? И все это делается с молчаливого согласия, а порой и прямой поддержки депутатского корпуса Республики Ингушетия. Хотя депутатами их назвать не поворачивается язык. Это не избранные народом, а назначенные единолично Евкуровым депутаты. Это в основной массе своей сборище беспринципных личностей, называемое Народным собранием. Они с подачи спикера осетинского парламента и одобрения федеральной партийной власти своим решением отменили прямые выборы главы республики и узурпировали власть народа. Они лишили права голоса, данного Конституцией Российской Федерации, каждого гражданина Ингушетии. Это ручной парламент Евкурова. Это за редким исключением марионетки на побегушках у своего хозяина. Общество не имеет никакой возможности реально влиять на происходящие в республике процессы. Все законные права гражданина на самоуправление отняты проходимцами от власти. Отказ народу в его в основном конституционном праве волеизъявления – это преступление. Такое оскорбление могли нанести народу только его враги. Они и являются завуалированными врагами нашего народа, которые во 100 крат хуже и опаснее открытого внешнего врага. Законодательная, исполнительная, судебная и информационная власть сегодня в руках одного человека. Законы Российской Федерации на территории Ингушетии функционируют избирательно, только в пользу властных структур, только в угоду вороватых новорощей, против простого труженика. Власть отчуждена от общества. Власть не подотчетна народу, чувствует себя непотопляемой и бесстыдным наглым образом обогащается. Народ подавлен, инертен, народ устал и не знает, кому верить. Доведен до предела унижения. Народу планомерно прививается чувство незащищенности и собственного бессилия. Народ выведен из правового поля Российской Федерации. О чем, как не о несостоятельности ингушского народа, обеспечит формирование собственных государственных и политических институтов власти, говорит заявление Евкурова и решение парламента об отмене прямых выборов. Ингушский народ наглым образом лишили права голоса. О каком развитии демократии в республике может идти речь? А ведь является аксиомой, что власть не может быть ответственной перед народом, не будучи ему подотчетной. А подотчетной народу может быть лишь власть, избранная народом. Сегодня парламент самым наглым образом навязал ингушскому народу непопулярную, ненавистную большинству народа личность. Обществу недвусмысленно дали знать, что Евкуров будет выбран при всех его минусах. Ставка федеральной властью сделана не на народ Ингушетии, а на прилежного исполнителя ее воли Евкурова. В республике налицо глубокий кризис власти. Коррумпированная система управления не оставляет шансов для успешного развития экономики. Разрыв между реальным положением дел в республике и декларируемыми властью успехами становится все больше. Налицо факты фальсификации и лицемерия. Критическая масса копится, нарастает и рано или поздно приведет к взрыву. Неспособность и неготовность нынешней власти обеспечить общественное согласие и решать острые и наболевшие проблемы чреваты последствиями для республики и для всей страны. А раз так, то нам ничего другого не остается, как продолжать следовать по пути отстаивания интересов народа, жестко отстаивая свои и своего народа гражданские права, требуя исполнения федеральных законов в полной мере и бороться с коррупцией и произволом властей на местах. Мы не мним себя героями, мы не герои. Но кто, если не мы? Кто-то ведь должен информировать общество о беспределе, творимом властными структурами, об издевательствах, в полном смысле этого слова, чиновников над своим народом. Кто-то ведь должен иметь смелость, если не пресекать, то хотя бы жестко, нелицеприятно, в лицо заявлять властям о перегибах и недостатках. А ведь это наши предки стояли в авангарде становления советской власти на всем Северном Кавказе.
Это нами, нашей доблестью восхищались и друзья, и враги нашего народа. Куда делись их гены? Где их потомки сегодня? Почему они молчат, когда унижают и оскорбляют их народ? Гибнет с таким трудом созданная республика. Власть в нашей стране принадлежит народу. И когда органы государственной власти, призванные служить народу, не справляются с возникшими проблемами, а заняты лишь процессом самообогащения, народ выходит на улицу и заявляет о своей воле. Народ доведен Евкуровщиной до отчаяния. Мы, общественное движение Мехтел, не будем нарушать закон и выходить за легитимные рамки. Мы продолжим настойчиво поднимать перед обществом и властью назревшие проблемы, обращаясь напрямую к народу. Наше движение не приемлет насилия и поэтому будет добиваться своих политических целей исключительно мирным, конституционным путем. Но если доведенный до отчаяния ингушский народ выйдет, не вытерпев гнета, на улицу, мы будем со своим народом. Мы будем в его авангарде, несмотря ни на какие полицейские угрозы и судебные репрессии. Мы не позволим и дальше предавать наши национальные интересы, ценности и идеалы. Мы продолжим свою борьбу за лучшее, достойное будущее каждого ныне живущего гражданина Ингушетии и будущих поколений. Мы будем разоблачать и выражать недоверие каждому чиновнику, невзирая на занимаемую должность и родственные отношения. Если он не выполняет в полной мере возложенные на него обязанности и вместо служения своему народу занимается личным обогащением и присмыкательством перед вышестоящими коррумпированными чиновниками. Основная наша задача – принудить власть работать на народ, а не паразитировать на его теле. События последних месяцев и дней не стали для нас неожиданностью. Мы предвидели ход событий и не раз предупреждали об этом свой народ. Назначение Евкурова на новый срок для нас не явилось открытием. Евкуровщина – разросшаяся опухоль на теле нашего народа. Все наше общество лихорадит от этого нарыва. Рано или поздно его прорвет, вытащит весь гной, сойдет вся пена, и народ, возможно, вздохнет полной грудью. Но не исключен и летальный исход – упразднение республики. Мы, представители общественного движения Мехтел, полной решимостью продолжить нашу борьбу, но более целенаправленно, более решительно, более грамотно, с наработанным опытом и учетом своих ошибок. Дух не сломлен, энергии и сил достаточно. Есть твердая уверенность в конечном успехе начатого нами политического процесса. Сегодня мы обсуждаем и принимаем программу Мехтел, программу действий на ближайшее время и перспективу. Скоро мы доведем ее до народа. Мы твердо уверены в том, что наше общество рано или поздно придет к тем формам правления, которые мы предлагаем в своей программе. Они издревле присущи нашему народу, они у нас в крови. Мы просто обязаны их возродить, и все станет на свои места. У нас не было как царей и князей, так и рабов и холопов. У нас все во все времена были равны. Сегодня эта традиция нарушена. Назначенные царьки правят бал и творят все, что им заблагорассудится. Мы с помощью всего нашего общества, которое мы намерены разбудить от беспечной спячки, исправим ситуацию и вернем народу его права, отобранные у них парламентом, в кавычках, подло и коварно. Мы со своим народом. Мы плоть от плоти своего народа. Мы должны и обязаны победить. Да поможет нам всем Аллах. Свой манифестацию секретаря утвердить довод. Кто за то, что? Или по выступлению вопрос, да и так вопрос, дополнение, замечания, активалы. Да. Кто за то, чтобы утвердить этот манифест, прошу голосовать. Прошу опустить руки. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно.